Коротко и по делу. В эфире программа «Важный вопрос». В студии Алана Гадзацева. Здравствуйте. В Северной Осетии зарегистрировано 8 добровольческих организаций. Год от года количество волонтеров в регионе растет. Если в 2017 году в добровольческую деятельность в Северной Осетии были вовлечены 4101 человек, то в 2018 уже 12 158 человек. Конечно, существенно повлияло на ситуацию то, что 2018 год прошел под знаком добровольчества во всей стране. В ближайшее время во Владикавказе откроется ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры, безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Программа «Минимум» – дать максимум знаний по оказанию первой помощи и охватить как можно большее количество людей. Подробности узнаем у руководителя Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Романа Караева. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Роман, вот вы возглавляете студенческий корпус спасателей в нашем регионе, и, насколько можно заметить, и в СМИ, и в соцсетях очень активную работу проводите. И сейчас, как я знаю, у вас серьезный проект, вам предстоит открытие ресурсного центра, на который вы получили грантовую поддержку. Расскажите об этом проекте, что он из себя представляет. Да, совершенно верно. Мы долго к этому шли, последние 4-5 лет старались вот что-то подобное у нас сделать, потому что понимали, что просто своей работой нам не хватает охватить всю республику, и нужен какой-то большой ресурс. И как раз в прошлом году была субсидия от Росмолодежи, конкурс на предоставление для открытия вот таких ресурсных центров в регионах. Мы поучаствовали совместно с Комитетом по делам молодежи. Вся эта программа идет в рамках нацпроекта образования. И выиграли. И у нас будет единственный ресурсный центр на Северном Кавказе. То есть их всего будет 10 по всей России открыто. И вот в СКФО единственный в Осетии. То есть, соответственно, мы будем работать не только в рамках республики, но и на весь Северный Кавказ. Выиграли мы 11 миллионов 200 тысяч субсидию. Ресурсный центр будет открыт на базе ГМИ. ГМИ предоставила нам 550 квадратных метров под этот ресурсный центр. Он будет оснащен всем необходимым, что нужно для обучения населения первой помощи, правилам поведения в чрезвычайной ситуации, обучения добровольцев в ЧС, обучения волонтеров по безопасности для обеспечения безопасности на мероприятиях. У нас там будет 2 учебных класса, рабочие кабинеты. Даже машину мы под этот ресурсный центр приобретаем, аварийно-спасательный автомобиль, на котором добровольцы смогут обучаться, чтобы в дальнейшем они могли работать в МЧС. Потому что так повелось, что у нас основной процент молодежи, которые у нас есть добровольцы, это те ребята, которые в будущем хотят работать в МЧС. То есть сейчас учатся, но в дальнейшем решили связать свою жизнь с делом спасения жизни. То есть такой кадровый резерв получается. Да, действительно. Но мы хотим расшириться. То есть мы не планируем работать только с добровольцами, а мы планируем работать со всем населением. И любой желающий, проживающий на территории СКФО, да и в принципе, если он будет на территории СКФО, а живет где-то в другом регионе России, может прийти, записаться в группу и абсолютно бесплатно обучиться тому, чего хочет. То есть, может быть, самое простейшее, наверное, и самое, что всем востребовано, это первая помощь. То есть, как оказать первую помощь, потому что сейчас это очень востребовано. Тут и там ДТП, какие-то ранения ножевые, то есть вообще кошмар вокруг происходит. И зачастую люди не знают, как правильно оказывать первую помощь, как остановить кровотечение, что делать с человеком, который упал в обморок, что делать при эпилептическом припадке и так далее. И вот как раз этим мы будем заниматься, обучать всех желающих, от школьников и заканчивая пожилыми людьми. Конечно, акцент мы будем делать на школьников и студентов, потому что в приоритете у нас работа с молодежью. Но если взрослое население захочет тоже обучиться, мы только за. Сейчас вы уже проводите такую работу, насколько я знаю, да? Да, уже проводилась? Мы начали активно работать с прошлой весны. И вот сейчас продолжаем работать. Сейчас у нас ресурсный центр находится на стадии открытия. То есть сейчас идет ремонт, и пока вот идет ремонт, мы проводим подобные занятия в школах, в вузах. Вот у нас на этой неделе, например, запланированы
две встречи. Одна пройдет в медакадемии, другая в СКГМИ со студентами-первокурсниками. На прошлой неделе мы были в 17-й школе с учениками 9 класса, встречались, рассказывали о первой помощи. На этой неделе также планируем еще в 14-ю школу попасть. То есть у нас расписан какой-то график, мы, там, если не каждый день, то через день стараемся посещать учебные заведения и рассказывать какие-то основы первой помощи, тем самым завлекать ребят. То есть тем, кому понравилось, мы сразу приглашаем, что вот скоро откроется ресурсный центр, приходите, записывайтесь на занятия и уже пройдите полноценный курс, который составляет у нас 16 часов. А как вот оценить именно востребованность этого проекта, его нужность, то есть вот оказание первой помощи? Как вы, например, поняли, что этот проект действительно нашему региону очень необходим, жизненно необходим? На самом деле есть статистика смертности и вот как раз насколько в этом участвует первая помощь. И за 2016 год, если я ничего не путаю, статистика смертности в ДТП, например, показала, что в 25% случаев при смерти при ДТП раны не были какие-то смертельные. То есть если бы просто элементарную первую помощь оказали, то 25% погибших в ДТП могли бы остаться живые. То есть это какие-то там незначительные повреждения, кровотечение, например, не сильно, его можно остановить, но если его не остановить, человек умирает просто от кровотечения. И так далее. И вот сейчас первые наши походы в школе, я не знал, например, как будут дети на это реагировать, как студенты будут на это реагировать, да, кто что знает. Но вот мы увидели, что на самом деле очень плохо люди знают, что делать в случае каких-то травм или там, вообще, когда жизнь человека что-то угрожает. Элементарно многие даже не знают, как с сотового позвонить, вызвать скорую или спасателей. Для тех, кто не знает, нужно набрать 112, единый номер. И мы поняли, что это действительно нужно. То есть, когда мы прошли там 4, 5, 6 классов и обнаружили, что из всех детей там буквально 2-3 могли что-то рассказать. Детей, я условно их называю дети, это уже старшеклассники, которые, в принципе, практически везде бывают, сами гуляют. Там многие ездят за город, отдыхать на море и так далее. И, в принципе, вполне могут столкнуться с какими-то трудностями. И я считаю, что обучать первой помощи нужно именно с такого возраста. То есть не брать 30-летних, 40-летних дядь и тети, которые уже все знают, а брать более-менее молодых ребят, там 13-15 лет, и с этого возраста начинать какое-то поэтапное обучение. И вот мы столкнулись с тем, что действительно люди не знают, им интересно, и более того, к нам многие учителя даже обращались с просьбой для них тоже отдельно провести занятия. И мы как раз вот это в программу ресурсного центра тоже включили, отдельную программу для преподавателей. Угу. Вы в сфере добровольчества уже достаточно давно и плотно. И вот 2018 год у нас был именно под знаком добровольца прошел. Как вам кажется, насколько это повлияло, как-то улучшило ситуацию с добровольчеством у нас в Осетии? На самом деле повлияло не только в Осетии, но и по всей России. Тут такой спорный сначала был вопрос. Мы не верили, на самом деле, вот в кругу добровольцев, что что-то сильно поменяется, но действительно поменялось. То есть изначально, как это у нас в стране принято, всем там дали приказ, все, давайте работайте с добровольцами. И нам звонили из разных ведомств. Вот нам надо работать с добровольцами. Что делать надо, непонятно. Как делать надо, непонятно. То есть поначалу был такой сумбур в начале года. Потом, к середине, к концу года как-то люди начали разбираться, что это такое, зачем это нужно добровольцам, зачем это нужно нашему ведомству. Потому что бывает такое, что приходишь в какой-то там орган исполнительной власти и говоришь, вот вы проводите такое классное мероприятие, давайте вот мы тоже подключимся как добровольцы и поможем вам его организовать. Тебе говорят, да, мы 10 лет его проводим, и без всяких там волонтеров, зачем вы нужны. И вот пытаешься объяснять, и, как правило, нужно просто попробовать. И вот у нас в республике так и произошло, и сейчас очень многие ведомства, которые до 2018 года вообще, наверное, не знали, что такое волонтерство, кто такие эти волонтеры и вообще зачем они нужны, сейчас многие начали активно привлекать их ребят к работе. И, соответственно, среди волонтеров тоже выросла работа, в которой можно помогать. То есть появились какие-то новые виды волонтерской деятельности, а в той, которая уже была,
стало огромное количество мероприятий. В этом плане, наверное, ну, конечно, я не буду говорить про комитет по делам молодежи, потому что с ними и так все понятно. Это главный орган исполнительной власти, который взаимодействует с добровольчествами. Они всегда работали с добровольцами. Но мне кажется, очень хорошо отработали и Министерство спорта, потому что у нас в 2018 году было много спортивных мероприятий, очень много добровольцев было привлечено. И Министерство культуры, и Министерство соцзащиты. То есть, ну, мне кажется, толчок был дан хороший. И вот до сих пор сейчас чувствуется какую-то такую критическую массу набрало волонтерское движение в России, в том числе в Осетии. И вот даже сейчас чувствуются отголоски 2018-го. Это хорошо. А вот расскажите, вы говорите, что многие не понимали, для чего нужны добровольцы. Вот для тех, кто не понимает и по сей день, для чего они нужны? Ну, на самом деле вопрос такой достаточно сложный, потому что, с одной стороны, на него можно взглянуть со стороны добровольцев-волонтеров, с другой стороны, со стороны там, благополучателей, назовем их так. Ну, как правило, если мы говорим о волонтерах, то ребятам это нужно в первую очередь, потому что они хотят делать что-то хорошее, действительно. То есть многие в это не верят, люди, которые с этим, как правило, не сталкивались, что вот там бескорыстно, без денег, там, зачем вам это нужно, вы там что-то где-то получаете. На самом деле нет. Ребятам это очень хорошо, и мне кажется, с каждым годом таких ребят становится все больше. Просто хочется делать что-то полезное. Во-первых, хочется делать что-то полезное, во-вторых, хочется быть сопричастным с каким-то мероприятием. Вот мы уже, по-моему, 4-й год в этом году был, становимся соорганизаторами Дня Победы у нас в городе Владикавказ. Ребята помогают и с рассадкой ветеранов на трибунах, и помогают в организации шествия «Бессмертный полк», там, ну и так далее. То есть во многие вопросы включены. Им действительно это нравится. То есть они видят, что это грандиозный праздник, День Победы, и вот они свой какой-то маленький кирпичик в него вносят, в его построение, и им от этого хорошо. Я сам такой был, ну и как бы и сейчас, наверное, такой 10 лет назад, когда начинал, мне действительно нравилось, что я вот что-то делаю, и я как бы могу сказать, что я вот там тоже принял участие, без меня бы так хорошо не было. Ну, условно, может, это, конечно, самолюбие, но как бы какой от этого вред? А что касается там тоже мероприятия, например, возьмем, когда волонтеры помогают его организовывать, оно становится лучше. Потому что одно дело, когда вот его надо сделать, а другое дело, когда есть люди, которые хотят его классно сделать. И они привносят в него что-то такое молодое, задорное, веселое, душевное зачастую. Ну, а если мы говорим о таких вещах, как вот наше направление, например, добровольчество в ЧС, то ну, я считаю, что без добровольцев тут вообще не обойтись, потому что у нас страна большая, огромное количество различных ЧС везде бывает, там и наводнения, и пожары. Вот этот год был очень тяжелый, и у нас ребята тоже ездили. Вот от нас Алик Бесолов, такой он раньше у вас работал, ваш бывший сотрудник, он у нас ездил в Иркутск на наводнение совместно с водной группировкой ВСКС, и там в течение 3 недель они работали, раздавали гуманитарную помощь, помогали местному населению в разборе завалов и так далее. То есть МЧС, конечно, работает хорошо, но когда вот такие крупномасштабные ЧС случаются, без добровольцев не обойтись. И поэтому ребята тоже понимают, вот, ну, Алик очень много таких жизненных историй рассказывал, когда приехал, что действительно людям нужна помощь. Огромный город оказался затопленным, и как бы всем помогают, но порой не до всех доходит помощь, и вот они приходят и понимают, что они там сейчас помогли разобрать там свалившийся сарай какой-то бабушки, да, и понимают, что если бы они не пришли, то сколько бы ей еще ждать эту помощь. Вот. Ну и вот как-то так. Угу. Ну, вы сейчас уже имеете возможность сравнивать, например, с другими регионами, насколько у нас в Осетии развито волонтерское движение? Ну, на самом деле, мне кажется, очень хорошо развито. Ну, понятно, что все относительно. Давайте исходить из того, что у нас один из самых маленьких регионов в России, и по количеству молодежи, если мы будем посмотреть на душу населения, да, ну, в принципе, нормально, но вот именно по количеству молодежи мы там одни из последних, просто потому что население небольшое, да, сколько там, 700-800 тысяч в республике живет. И для такого небольшого количества населения, мне кажется, очень классно работает. То есть у нас сейчас представлены практически все федеральные проекты,
То есть это волонтеры Победы, Российское движение школьников, Всероссийский студенческий корпус спасателей, волонтеры-медики, культурные волонтеры. То есть, в принципе, мы достаточно хорошо включены в повестку Российской Федерации, и ни одно крупное мероприятие в сфере добровольчества сейчас без представителей Северной Осетии не проходит. Это очень здорово, потому что, по моему наблюдению, не все регионы бывают на подобных мероприятиях, а вот Осетия бывает всегда. И в целом по республике, я же говорю, очень заметно стало, особенно после года добровольчества, что и тут, и там какие-то появляются новые ребята. Вот, например, в области экологии, да, понятно, мы занимаемся, там наша команда экологическим волонтерством тоже. Вот у нас Мадина Сланова есть, которая занимается и восстановлением барс, и проведением экологических акций. Но опять-таки, вот мониторя соцсети, тут и там видишь, когда люди просто собрались и что-то убрали. Там без какой-то организации, без какого-то пиара. Это тоже, по сути, добровольчество, экологическое волонтерство. Может быть, они себя такими, конечно, не считают, но это так и есть. И это тоже классно, когда люди просто пришли, что-то сделали для того, чтобы стало чище. Вот расскажите, это для меня лично очень наболевшая тема по поводу экологического волонтерства и по поводу того, что вы проводите всевозможные акции, там очищали озеро Бекан, еще какие-то другие акции. Расскажите, как это происходило, что вы видели, и вот, наверное, такие свежие впечатления людей, которые впервые столкнулись с тем, что действительно у нас на природе очень порой бывает критичная ситуация с мусором. На самом деле, первая моя экологическая акция была как раз 10 лет назад. То есть можно сказать, что с экологического волонтерства мы все и начинали. И на самом деле, вот мы раньше убирали только на природе где-то, куда не может приехать мусорная машина. В принципе, да и сейчас особо в городе. Там, конечно, субботники проводятся, это классная штука, мне нравится, но я в таких вещах не принимаю участие. Мы убираем там, где никто не уберет. То есть места, где люди отдыхают, там в горах, где-то в лесах, на полях и так далее. Тут тоже озеро Бекан. И вот, честно, по моим наблюдениям, стало лучше. То есть если раньше прям совсем было ужасно, и просто все было загажено, и вот казалось, что люди приезжают на пикник, и никто принципиально с собой свой мусор не увозит. Прям пакетами иногда оставляли. То сейчас уже лучше. Не знаю, с чем это связано. С тем, что стали убирать. Может быть, просто культура, экологическая культура, да и в целом культура населения растет. Но действительно стало лучше. И вот, честно сказать, я достаточно много поездил по России на различных мероприятиях молодежных, да и просто отдыхать. И я могу сказать, что у нас не так плохо. То есть поначалу, когда я 10 лет назад проводил первые экологические акции и особо никуда не выезжал, я думал, что за народ, как так можно. Потом оказалось, что это, в принципе, проблема всей России, да и, наверное, не только России. Все от этого страдают, везде есть несознательные люди, которые просто не понимают, что ты привез с собой свой мусор, увези его, ничего с тобой не случится, у тебя же есть силы его донести. И поэтому поначалу был ужас. Сейчас уже здорово. Сейчас многие места, которые мы убирали, они более-менее чистые остаются. И люди стали как-то лучше на это реагировать. То есть если раньше говорили, да что вам делать, нечего, за кем-то мусор убираете, и ты пытаешься объяснить, но его же никто не уберет. Если мы сейчас не уберем, то он так и останется. Ты сюда в следующий раз придешь, и еще больше будет помойка. То сейчас прям действительно люди активно включаются. Многие стали понимать, что это проблема всех. Не конкретно того человека, который выбросил, и не конкретно той администрации, которая за это отвечает, и надо ждать до второго пришествия, когда же придет кто-то и уберет мусор. А можно прийти просто и убрать. Начали устанавливать какие-то плакаты, что не мусорьте и так далее. Подключаются и школьники, и пожилые люди. В общем, по экологическому волонтерству мне нравится, как все развивается. И я очень надеюсь, что люди будут становиться все сознательнее и сознательнее, и мы в скором времени вообще забудем, что такое экологическое волонтерство. Везде будет чисто. Вы в меня вселяете оптимизм, на самом деле, потому что у меня абсолютно не оптимистичные ощущения от этой ситуации. Я думаю, что вам виднее, на самом деле, потому что вы погружены в эту тему. Все-таки хочу спросить так. Получается, что волонтеры берут на себя порой ту миссию, которую
по идее, должна выполнять администрация там, того или иного района или города. И насколько это правильно с вашей Ну, это позиции? совершенно верно. Насколько это правильно, сложно сказать. Наверное, неправильно, но это так работает, так уж сложилось. Я когда-то хорошую статью читал о том, что в нормальном государстве герои не нужны. То есть, когда все хорошо, человек не должен совершать героизм и там расставаться с жизнью, да, скажем так. И вот на волонтеров можно то же самое перевести. То есть, когда все хорошо, прям идеальная система работает, волонтеры не нужны. То есть, у тебя и так все хорошо. Но, к сожалению, такого в мире нигде нет. И во всех, даже самых процветающих странах, всегда есть какие-то вопросы, которые государство не может закрыть. И вот тут подключается население. То есть тут срабатывает какое-то сознательное, что сколько мы будем ждать государства, да, давайте сами это сделаем. Поэтому вопрос такой достаточно спорный. При этом, например, государство понимает это, наше государство, и поддерживает добровольцев. То есть у нас есть различные грантовые конкурсы, различные обучающие мероприятия. Это же тоже поддержка государства. Вот мы сейчас создаем ресурсный центр. Да, государство понимает, что в области культуры безопасности, пропаганды культуры безопасности есть какие-то просадки, и вот есть классные ребята, которые этим занимаются, давайте их поддержим. Занимаются бескорыстно, добились каких-то определенных результатов, и вот вам конкурс, создавайте ресурсный центр. И по каждому направлению добровольчества такое есть. Поэтому тут тоже однозначно так не скажешь. С одной стороны, плохо, что нужны волонтеры, и хорошо бы, если бы государство закрывало эти вопросы. С другой стороны, все прекрасно понимают, что тяжело в такой огромной стране, да и вообще, наверное, в любой стране выстроить систему, чтобы все идеально работало. И поэтому государство, понимая, что тут нужно подключать добровольцев, какие-то тоже со своей стороны предпринимает действия и пытается это движение добровольцев поддержать, сделать его более престижным. Тот же год добровольчества — это тоже ведь шаг к тому, чтобы это все популяризировать и как-то это движение поддержать. Угу. Спасибо большое. Мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор. Продолжаем важный вопрос. Роман, скажите, пожалуйста, какие еще проекты, мероприятия планируются в сфере добровольчества по линии чрезвычайных ситуаций? У нас помимо открытия большого ресурсного центра, который, я не помню, говорил или нет, будет работать до 2024 года, пока программа такая, у нас есть еще в этом году 2 крупных мероприятия или проекта, о которых бы тоже хотелось сказать. Первое — это совместно с СКГМИ мы будем проводить, он называется «Безопасный туризм». Мы планируем обезопасить, скажем так, походы в горы, которые у нас проводятся. То есть у нас будет обучение добровольцев как раз по этой линии спасения в горах, там правила поведения в горном походе, в чрезвычайной ситуации, что делать и так далее. И мы планируем отслеживать группы, которые выходят. То есть у нас будет на базе этого ресурсного центра действовать дежурный такой небольшой пункт, где наши студенты-добровольцы будут круглосуточно дежурить. Они будут следить за состоянием вуза, что происходит, если вдруг пожар или что-то такое, сразу будут реагировать и первыми, можно сказать, придут на помощь. И точно так же мы хотим оснастить все группы, которые выходят у нас в горы, все турклубы, радиостанциями и GPS-трекерами, и чтобы наш дежурный точно так же отслеживал, не сбилась ли группа с маршрута, нужна ли им какая-то помощь, и на это сразу реагировать. Точно так же, если какие-то сложные этапы маршрута есть, или например, в походе дети, наши добровольцы готовы тоже будут принять участие в этом походе, обеспечивая безопасность. То есть у них будет с собой укладка для оказания первой помощи, они будут обучены, как эту первую помощь, соответственно, оказывать, что делать, если что-то произошло, что вообще может произойти, в горном походе. И, соответственно, если кто-то из тех, кто собирается в горы, скажет, что им нужно обеспечение безопасности, мы, соответственно,
будем отправлять с ними наших добровольцев. Вот такой достаточно интересный проект. Я просто начинал, опять-таки, 10 лет назад с туризма и экологии, и очень много таких белых пятен в этом вопросе еще есть, и мы вот этим проектом постараемся их закрыть. А Надеюсь, вот у нас можно все уточнить, получится. да, уточнить. То есть может группа, например, обратиться в ваш ресурсный центр, чтобы Да. получить информацию, там пройти какие-то специальные курсы, плюс еще и форум, который будет для Да, всех. у нас будет обучение в рамках вот этого проекта, а еще вот как раз по поводу форума мы планируем проведение в ноябре, в конце ноября большого первого в СКФО форума «Вектор спасения Кавказ». Это профильный форум для добровольцев ЧС, он проводится в России, «Вектор спасения», и начал проводиться в разных округах. И вот мы впервые проводим «Вектор спасения Кавказ», куда приедут представители с каждого региона СКФО, и в рамках 7 дней для них будет обучение, с последующими постараемся сделать очень крутыми учебно-тренировочными сборами. То есть это будет в формате такого приближенного к реальности учений, когда ребята сами будут ставить себе лагерь, для них будет огромное количество разных имитированных ЧС, то есть где-то ДТП, где-то там в горах заблудились туристы там, и так далее. Привлечем к этой работе психологов, чтобы статистов отыгрывали психологи. То есть они будут оказывать не только первую помощь, но и первую психологическую помощь. И вот постараемся максимально сделать все приближенное к реальности. И я думаю, получится очень здорово. И для Северного Кавказа это первое такое крупное мероприятие. Я надеюсь, оно даст толчок, чтобы подобные мероприятия проводились ежегодно, потому что все-таки у нас уникальная в СКФО инфраструктура. Ни один другой федеральный округ не настолько маленький, как наш. Да? И у нас можно за один день объехать несколько регионов. Ну и, соответственно, если вдруг что-то случается крупномасштабное, как вот недавно мы вспоминали трагедию сход ледника Колка, да, то есть такие события возможны в тех условиях, в которых мы живем. И если что-то подобное когда-то, не дай бог, повторится, и будут привлечены добровольцы, вполне возможно, что будут помогать приезжать и ребята с других регионов. Ну и, соответственно, в наших интересах, чтобы добровольцы в СКФО были обучены примерно по одной технологии, понимали друг друга, могли друг на друга понадеяться, и именно для этого нужно проводить вот подобные мероприятия, когда мы всех собираем, обучаем, и потом в максимально приближенных к реальных условиях, можно сказать, испытываем на прочность наших добровольцев. Я знаю, что у вас есть опыт участия в крупных федерального масштаба мероприятиях. Вот расскажите об этом. Да, на самом деле, вот к вопросу, чего мы добились за последние 5 лет, могу сказать, что наше региональное отделение Северо-Остинское одно из самых таких крупных, активных региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей в России. И нас регулярно приглашают на всевозможные крупные мероприятия. И вот самое крупное, самое последнее, что было, это фестиваль Таврида Арт, который проводился в Крыму, где было участниками за все время около 90 тысяч человек за 3 дня фестиваля. И от Осетии туда поехало 30 человек наших добровольцев. И в течение 7 дней мы сначала готовили эту площадку, и вот 3 дня самого фестиваля, когда он проходил, наши ребята в круглосуточном режиме обеспечивали безопасность как волонтеры по безопасности. Это новое направление, когда на таких крупных мероприятиях добровольцы совместно с силами МЧС патрулируют территорию, оказывают первую помощь, следят там за пожарным состоянием, следят за в целом, чтобы ничего опасного не было. Там дождь прошел, например, размыло дорогу. Наши добровольцы сразу туда отправляются, смотрят. Если это опасно, там огораживают, вызывают какую-то дорожную службу и следят за тем, чтобы никто туда не упал. То есть я считаю, это очень перспективное направление для проведения вот таких масштабных мероприятий. И мне очень приятно, что наши остинские ребята регулярно в подобных мероприятиях участвуют, и у нас уже достаточно большой опыт. То есть, в принципе, мы на протяжении вот уже 4 лет каждый год на всех крупных федеральных молодежных форумах, это и Таврида, и территория смыслов,
регулярно выезжаем и вот по такой схеме работаем. Мгм. Как вам кажется, на чем нужно сделать еще нам акцент, какие стороны в сфере волонтерства еще стоит усилить? Ну, на самом деле у нас есть куда развиваться. Хоть я и сказал, что как бы сейчас все хорошо, но у нас есть место для развития, потому что все хорошо относительно того, что я видел 10 лет назад. Но еще достаточно много проблемных вопросов. Но в принципе по направлениям сейчас, я думаю, закрыто все уже. Просто надо развиваться дальше. Вот мы с Русланом Славиковичем разговаривали, Джусоевым, председателем комитета по делам молодежи, и у него такая идея, что вот подобный ресурсный центр, который мы открываем сейчас для волонтерства в ЧС, нужно сделать для каждого направления волонтерства. Я полностью с ним согласен. И вот в настоящий момент мы смотрим, мониторим, там, если есть какие-то федеральные программы, потому что это достаточно дорого. Это как бы вопрос миллионов, чтобы там, создать помещение, сделать все условия. Под разное направление волонтерства нужна какая-то разная атрибутика, оборудование там, и так далее. И вот мне кажется, что самым главным было бы вот создание таких профильных ресурсных центров, куда бы там человек хочет, например, пойти в детский дом или в дом престарелых и вот чем-то помогать. И он знает, что вот есть какое-то место, куда можно прийти, там тебя научат всему, расскажут, что можно делать, что нельзя делать, там все, что тебе надо, выдадут, объяснят, куда идти и так далее. И вот когда у нас по каждому из направлений волонтерства, а их там что ли около 10, будет подобный центр, можно сказать, что у нас прям все классно с волонтерством в Осетии. Мгм. Ну и такой немного лирический вопрос. Вот очень часто люди, которые приезжают в Осетию из других регионов, говорят о том, что у нас очень отзывчивое население, люди очень такие добрые, всегда приходят на помощь. Вот как-то это способствует, как вам кажется, развитию волонтерства в регионе? Я думаю, на самом деле, да. И честно, я с этим полностью согласен. Я, как говорил, уже в очень многих регионах России побывал, да и в странах СНГ, и у нас действительно очень отзывчивые люди. И я думаю, это немаловажно играет именно в волонтерстве, в добровольчестве, в тех направлениях, где вот нужно помочь. Вот как раз наше направление одно из таких, когда вот что-то случается, я думаю, у нас очень часто откликаются на беду, и там мы проводили сборы гуманитарной помощи, да, и люди постоянно звонят, что нужно, что принести там и так далее. Поэтому я считаю, что вот такой особый менталитет и культура, оно способствует добровольчеству, развитию Спасибо. добровольчества. Спасибо большое за ту работу, которую вы проводите, и спасибо за это подробное и интересное интервью. Вам спасибо. Это был важный вопрос. Всего доброго и до встречи.